По факту должно быть 5 русского языка и 4 литературы. Что мы имеем в Татарстане? У нас 3 русского языка и 2 литературы. Сейчас пытаются как-то политизировать, да, эту тему, но это в принципе неправильно. Родителям начинают подсовывать различные документы, подписывать на подпись, что их родной язык является татарский. Здесь у нас живут русские, татары, другие национальности. У нас очень много смешанных браков. И каждому говорить, что его родной язык это татарский, это в принципе неправильно. Какой-то вражды вообще не должно быть между национальностями. То есть здесь крутятся очень большие бюджетные деньги. И при том учителя татарского языка у нас получают намного больше. То есть у них есть надбавка за знание татарского языка. Добрый день! Сегодня у нас в гостях член антикоррупционного комитета при Министерстве образования Татарстана, общественник Екатерина Матвеева. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Давайте перейдем, наверное, сразу к первому и наиболее актуальному вопросу республики: что делать с татарским языком? Насколько я знаю, родители школьников часто обращаются с подобными вопросами к вам. Как вы на него отвечаете? Ну, я думаю, что, наверное, с ним не надо ничего делать, да, потому что каждый родитель определяет, какой для него родной язык является, потому что в последнее время пришел ответ из Министерства образования Российской Федерации, где в качестве родного языка можно выбрать из 3 вариантов. Это татарский язык, то есть родной, да, для многих татароязычных в населении Республики Татарстан, язык Республики Татарстан и язык Российской Федерации, то есть русский. Поэтому здесь должен каждый родитель определить, какой для него является язык родным для обучения, и написать заявление на изучение этого языка. То есть сейчас пытаются как-то политизировать, да, эту тему, но это в принципе неправильно. Знаем, что сейчас проходят проверки прокурорские, и уже по некоторым школам есть результат. Допустим, в Ахитовском районе в 51-й школе уже вынесли представление на имя школы для того, чтобы устранили нарушения, а именно собрали согласие добровольное на изучение татарского или русского языка. А как на деле чаще всего происходит в школах? На данный момент сейчас дети еще занимаются татарским языком и пытаются фальсифицировать даже результаты в школах. С чем это связано? Из дневников электронных исчезает такой предмет, как татарская литература, или пишется литература просто, да, то есть, естественно, у родителей возникают вопросы, почему расписание поменялось, по факту татарский язык остался. Затем родителям начинают подсовывать различные документы, подписывать на подпись, что их родной язык является татарский. Запугивает тем, что у нас есть ЕГЭ, ОГЭ по татарскому языку обязательные, которые должны дети сдавать, и для этого им необходимо срочно татарский язык изучать. Хотя по факту такого экзамена у нас нет. У нас есть обязательные — это русский и математика, и 2 предмета на выбор. В принципе, татароязычные родители и дети могут выбрать в качестве этого предмета татарский язык, но это не значит, что каждый его должен сдать, и как-то эта оценка повлияет на аттестат. А почему вообще возникает такая ситуация? Зачем это школам? Ну, то есть, если изучение языка добровольно, зачем школам это принуждение, как вы думаете? Что за этим стоит? Сейчас все спускается из Министерства образования Республики Татарстан. Если 1 сентября они на своем сайте еще опубликовали материал, что выбор родного, да, нет, сначала они опубликовали материал по словам Путина, то есть что язык должен изучаться добровольно. Но 7 сентября у них появилось как раз это разъяснение, на основании которого они пишут, что русский, татарский у нас дети обучаются в равном объеме, и татарский язык обязателен для обучения всем школьникам Татарстана. Вот это вот разъяснение было направлено, похоже, по всем учреждениям дошкольным, потому что ответ у нас, сейчас вот родители пишут заявление, а ответ к ним приходит аналогичный. То есть можно взять
из разных городов Республики Татарстан эти ответы и сравнить, они в один с этим разъяснением от Министерства образования Республики Татарстан. То есть вот эти ответы сейчас родителям надо взять и прикрепить их к заявлению в прокуратуру. Лучше писать через Генеральную прокуратуру, потому что проверка будет в октябре по добровольности изучения татарского языка. А почему родители, в принципе, выступают против этого? Мы живем в Татарстане. Татарский язык – это, что бы мы ни делали, это в любом случае часть нас. Сохранение национальной идентичности, какие-то традиции, улицы называются именами татарских деятелей. Почему против-то? Не то, что против татарского языка, татароязычного населения, да, но давайте возьмем даже пример Казани. Да. Здесь у нас живут русские, татары, другие национальности. У нас очень много смешанных браков. И каждому говорить, что его родной язык – это татарский, это в принципе неправильно. То есть родитель должен выбрать сам, какой для него язык родной. А нам сейчас навязывают именно то, что наш родной язык, если ты живешь в Татарстане, то твой родной язык – это татарский. Хотя это в принципе неправильно. Вот, допустим, я считаю себя русской, и мой язык родной – это русский. На основании какого, скажем так, закона, да, и какого права, хотя у нас прописано это в Конституции Российской Федерации, в законе об образовании Российской Федерации, что каждый родитель определяет сам, какой для него родной язык и на каком языке будет обучаться его ребенок. Поэтому считаю, что здесь корни неправильно навязывать другой язык, другую культуру, хотя все, скажем так, жители Татарстана, да, они так или иначе соприкасаются, и какой-то вражды вообще не должно быть между национальностями. То есть сейчас вот это вот пытаются как-то даже разжечь, да, какой-то конфликт, но я считаю, что этого нельзя делать. Во-первых, мы все, даже вот мое поколение, да, когда мы учились, у нас даже в азбуке было «Моя страна – это Россия». То есть она многонациональная, да. Сейчас что мы видим даже в азбуках в Республике Татарстан, что Татарстан – это отдельное государство. То есть это в принципе неправильно, потому что мы субъект Российской Федерации. И здесь необходимо относиться ко всем членам, гражданам Татарстана, да, и учитывать их потребности, и учитывать их мнение необходимо. И к тому же, если говорить о том, почему это делается, то здесь крутятся очень большие бюджетные деньги. Допустим, тот же самый единый республиканский экзамен, да, вот, который сейчас проходит у нас, он же проходит не бесплатно, то есть, естественно, здесь заложены какие-то бюджетные деньги, естественно, всех вынуждают идти и делать вот эти, да, то есть здесь работает целый коллектив, скажем так, работников, которые заняты оценкой как раз этого единого экзамена по татарскому языку. Или почему школы у нас так агитируют против, да, добровольности? Родители у нас сейчас смотрели, что на сайте, да, допустим, у нас есть 20 учителей татарского языка в одной школе и 6 учителей по русскому языку в той же школе. Получается соотношение 20 к 6. И при том учителя татарского языка у нас получают намного больше, то есть у них есть надбавка за знание татарского языка. Но если взять учителей того же английского языка, то почему у них нет той же надбавки? Да? Они тоже знают другой язык. Я считаю, это в принципе неправильно, то есть это нарушение трудового законодательства. Поэтому здесь заинтересованы все. Поэтому начинается вот эта вот какая-то суета, да, начинаются вот эти подделки документов. А подделки документов мы их видели, потому что я год выезжала по районам Республики Татарстан от аппарата президента Республики Татарстан с антикоррупционной комиссией. И мы видели, как подделывают эти документы, их печатали прямо при нас. То есть они отходили в соседний кабинет, делали какие-то распечатки, да, согласия от себя. На изучение татарского? Нет, они там на дежурство писали. То есть мы увидели, что дети дежурят в столовой, но без согласия родителей это запрещено. Когда мы увидели этих детей, мы спросили,
как бы, есть согласие? Они говорят, есть. Они пропали у нас на 30 минут, написали сами это согласие от имени родителей, подписали, принесли эту бумагу нам, да, как проверяющим, можно сказать. Показали эту бумагу. Я говорю, принесите личное дело, пожалуйста, данных учеников. То есть там есть заявление родителей, есть подпись родителей. Сверяешь, две разные вещи. То есть сейчас мы понимаем, что прокуратура у нас может получить такие же аналогичные отписки. Составлены, может быть, даже не родителями, а составлены теми же учителями, теми же директорами и теми же заведующими. То есть мы этого опасаемся. И, знаете, такая ситуация была тоже в Башкирии, когда шла прокурорская проверка, родительница пошла ознакомиться с документами, и она увидела собственное заявление, которое она даже не подписывала на согласие изучения башкирского языка. То есть сейчас родители предупреждаем, что могут быть фальсификации документов, что необходимо идти и знакомиться с этими документами в прокуратуру для того, чтобы не было просто подделок, потому что заинтересованы абсолютно все для того, чтобы остался именно этот татарский язык в планах, да, то есть были эти добавки к заработным платам, то есть были эти учителя, потому что все уже выстроено за 25 лет, да, как оно вот есть, и никто не хочет этого как бы менять. Да, но мы увидели, что нарушения они есть и в школах, там заменяют русский язык и литературу на татарский язык и на татарскую литературу. То есть по факту должно быть 5 русского языка и 4 литературы. Что мы имеем в Татарстане? У нас 3 русского языка и 2 литературы. То есть получается, что должно быть 9 предметов, да? А у нас получается 5 предметов по ВГОСу и 5-6 предметов по татарскому и татарской литературе. То есть здесь идет нарушение, и именно образовательная программа вся поменена у нас в Татарстане. И мы такую аналогичную ситуацию заметили и по детским садам. То есть они не очень много говорят, но тем не менее это тоже проблема. У нас в садиках обязательно должны быть занятия художественно-эстетического направления. То есть это лепка, рисование, аппликация, но они тоже все заменены татарским языком и татарской литературой. То есть прям все? Нет, там осталось, нет, да? В некоторых садах смотришь, вообще нет их. То есть этого направления нет, они ушли в кружки, хотя это недопустимо. Вот. Но вчера, да, буквально родители выложили свое расписание по 156-му детскому садику города Казань, где видно, что татарской группы и русской группы. В татарской группе 4 занятия по рисованию, лепке, аппликации, да, то есть по этому направлению. В русской 2 всего. В татарской группе 2 родных языка, а в русской это 1 родной язык, я так подозреваю, что русский язык, да, и 3 занятия по татарскому языку. То есть получается уже изначально здесь идет дискриминация. То есть одним преподают по ВГОС, другим преподают с нарушением этих стандартов. То есть это в принципе неправильно, это нарушение всех ГОСТов. Насколько я понимаю, вы на этот счет также пытаетесь прийти к единому консенсусу с татароязычным населением, там, будь тот же самый ВТОЦ и так далее. Вы неоднократно встречались, обсуждали эту проблему, насколько я знаю, проводили круглые столы. Нашли ли этот консенсус? Консенсус не нашли, потому что, во-первых, что они предлагают? Изучать дальше татарский язык как родной, и почему-то они ассоциируют его с Каталонией, что там 150 лет его язык изучали, да, и выучили наконец. То есть они нам предлагают еще 125 лет изучать этот язык, и, может быть, когда-нибудь мы его выучим. Но давайте поговорим о том, что русский язык – это больше возможностей.
мы же не будем только ограничиваться Татарстаном, где у нас есть татароязычное население. Мы можем выехать за пределы. Наши дети могут поехать учиться, допустим, в Москву. И им необходимо знать русский язык для того, чтобы полноценно общаться и работать. Поэтому ограничивать собственных детей в таких возможностях тоже считаю неправильно. Ну, как я понимаю, вы не настаиваете все-таки на том, чтобы в принципе исключить татарский язык. Об исключении его никто не говорит, как нам пытаются это навязать, потому что родной язык в компонентах он остается. Единственное, что родители должны выбрать, что они хотят изучить: татарский язык либо русский язык. Все, то есть здесь о том, что говорят, что этот язык пропадет из школьной образовательной программы, это неправильно. Давайте поговорим о непосредственно вашей работе в антикоррупционном комитете при Министерстве образования. Какие проблемы вы решаете, за что вы отвечаете, с чем к вам обращаются родители в том числе? Мы проводим горячую линию уже на протяжении 5 лет. Родители обращаются к нам со всевозможными просто проблемами, да, которые происходят в учебных заведениях. Это поборы, нарушение санитарных норм, охрана в учебных заведениях и то есть всевозможные сборы, которые происходят в школах и детских садах, сплошные нарушения. Да? Это могут быть сборы на охрану, на текущий ремонт, на рабочие тетради, на уборку собирают в некоторых школах. В последний год у нас сообщения идут, что не хватает учебников. Хотя свою деятельность мы начали именно с учебников, да, 5 лет назад, и какой-то период была тишина. Но в этом начале учебного года снова не хватает учебников, при том, что интересно сообщать, что именно татарского языка в основном нет. Вот, поэтому этой проблемой тоже, считаю, необходимо заниматься, потому что родители у нас обращаются и в департамент надзора и контроля, но они очень интересную отписку присылают родителям, что вот вам электронный вариант дадут учебников, а вы как хотите, так ими и занимаетесь. То есть не выдали никакие средства обучения, ни планшеты, ни компьютеры, да, выдали электронный вариант. Это что-то такое невообразимое, что вот, нате, получите, мы вам вроде дали. Хотя должны дать учебник в бумажном виде. Ну или хотя бы соответствующее последние 2 года у нас актуальна очень проблема, что детей не принимают в 10 классы. К нам, кстати, обращались родители из Зеленодольска, в том числе с этой же проблемой, что детей исключают, занижают там оценки что-то в 9 классе и выгоняют из школ. То есть это реально так обстоит ситуация по республике. Да, то есть родители к нам обращаются, говорят, что не только даже троечники, да, у нас не могут, хотя и троечники имеют полное право обучаться в 10-11 классе. Не только троечники, но и ударники не могут попасть в 10 класс. То есть обычный общеобразовательный класс у нас закрыли, открыли профильный и устроили конкурс по аттестатам, экзамены. Вообще, кто дал право закрывать у нас в Татарстане обычные 10 классы без конкурсов? Мы принимали 2 года вот заявления, да, от родителей и всех перенаправляли в прокуратуру. Все решалось так, на уровне, отправили в прокуратуру, они позвонили в школы, детей сразу взяли в 10 класс. Но по Казани у нас опять есть проблемы, потому что здесь никто не реагирует ни на прокуратуру, да, ни на родителей, ни на Министерство образования Республики Татарстан. И как решаются эти проблемы? А вот знаете, 2 детей у нас не взяли показания. Они просто были вынуждены уйти в 10 класс не в свою школу, хотя обязаны были принять в свою школу. Они ушли в другую школу. И только спустя месяц нам пришел ответ, что по этой школе заместитель директора, да, который в то время замещал директора, пока она была в отпуске,
привлекли к дисциплинарной ответственности. То есть получается, что дети у нас с мая никак не могли попасть, да, им присылали отписки из управления образования, из школ, из Министерства образования, отовсюду, да, что все законно у них на законных основаниях. И только в сентябре пришел у нас ответ, что у нас, оказывается, были нарушения и привлекли ответственных лиц к дисциплинарной ответственности. То есть это в принципе неправильно. У нас есть положение, закрепленные в школе, да, по зачислению в 10 класс, в которых прописано, что каждый ученик может подать документы и пойти в 10 класс. Почему у нас такие высокие показатели по ЕГЭ? Вот у нас любят, да, хвастаться, что у нас высокие показатели по русскому языку в Татарстане по ЕГЭ. Это 11 класс. Получается, что они отсеивают всех учеников на уровне 9 класса, да, не берут там с плохими оценками, кто может завалить экзамен. Поднимают статистику. А если потом и принимают, да, потом начинается давление в течение 10-11 классов, да, не дай бог ты там что-нибудь завалишь, начинают родители созывать, да, и говорить, вот ты у нас сегодня, вот у вас ребенок не пройдет, вы либо репетиторов нанимаете, либо он у вас завалит все экзамены, либо уходите, забирайте документ. У нас такие записи приходили к нам на горячую линию. А как давно вообще существует такая проблема? Мы занимаемся ей 2 года. То есть вот как появились эти сообщения, то есть скорее всего эта проблема была и раньше, но просто на нее никто внимания не обращал. А здесь заявления пошли, мы стали с ними работать. То есть нет заявлений, нет проблем у нас. Получается так, да? Поэтому родителей мы призываем сообщать о проблемах, говорить и как бы озвучивать, да, их, потому что проблемы есть, но многие просто боятся. А вот вдруг на ребенке это отразится, а вдруг это как-нибудь вот сыграет, да, свою роль. Но практика чаще показывает, что если родители идут на пролом, то все проблемы решаются, их детей уже точно никто не трогает. Екатерина, вы упомянули поборы, различные сборы школьные, там, как раз-таки занижение оценок, исключение детей из классов. А вот, к примеру, что касается принуждения детей, к примеру, к участию в муниципальных событиях, в мероприятиях от тех или иных политических партий, это законно? То есть к вам обращаются с такими вопросами или нет? У нас были сообщения, что отправляли на матчи, но это было, да, сказано учителями, что это должны обязательно прийти, но на самом деле это все добровольно и вне урочное время. То есть занятия не могут отменяться по причине того, что кто-то всем классом пойдет на какое-то мероприятие, в театр даже, допустим, или в кино, да, то есть такого делать вообще нельзя, это нарушение закона об образовании. Есть занятия, прописана сетка занятий, и она должна как бы быть осуществлена. Не имеют права снимать занятия на те же самые мероприятия. Поэтому... Ну вот, к примеру, возьмем ту же самую акцию «Бессмертный полк». Каждый год толпы школьников на нее выходят, но при этом 80% из них получают там готовые портреты практически, студенты в том числе, и 80% заявляют, что они не хотят в этом участвовать, их принуждают, им угрожают и так далее. Родители или там те же самые студенты обращаются к вам с такими проблемами, с такими вопросами? Нет, сообщения есть, но всем родителям мы объясняем, что это добровольно. То есть то, что говорит учитель, да, вот в это время придешь и сделаешь, и там, если что, будет наказание. Если есть такое, скажем так, не пришел этот ученик, да, на данное мероприятие, если ему сказали, что будет какое-то нарушение дисциплинарное, да, если это дисциплинарное, там уже пытаются к нему применить, пожалуйста, сообщайте нам об этом, будем с этими случаями работать. А что вы вот делали конкретно в этих случаях, когда вам сообщали о подобных происшествиях? Нет, в основном здесь делать-то не надо ничего, потому что родителям достаточно объяснить, что это добровольно. Да, против ребенка же в любом случае могут приниматься какие-либо санкции. Например, ну, весь класс пошел, а ты не пошел. Ну, это так? Чисто только морально, мне кажется. И то один раз стоит не пойти на данное мероприятие, да, спокойно.
мне кажется, те же самые ученики класса, да, они уже забудут, что они куда-то ходили, скажут, тебе повезло, потому что ты не ходила, а нас вот выгнали в такую нехорошую погоду, да, идти там куда-то и что-то делать. В принципе, у детей-то вообще по-другому немножко работает вот эти вот мозг, да, они скажут, вот ты там гулял, а мы куда-то ходили, поэтому здесь не думаю, что какие-то должны быть. А давайте рассмотрим другой вариант, когда, к примеру, те же самые учителя проводят специальные лекции и советуют, настоятельно рекомендуют детям избегать тех или иных мероприятий. Ну, как это было с митингами сторонников Навального, например, когда школьникам говорили не ходить туда, ни в коем случае с этим не связываться и так далее. У нас достаточно видеозаписей не только по Татарстану, по всей России. Вот. С этими вопросами как-то сталкивается комитет? По поводу митингов Навального, да, к нам, вот честно скажу, не обращались, что там кого-то запрещают. Слышала, что мониторит интернет. То есть страницы учеников просматривать в соцсетях для того, чтобы выявить вот эти вот, чтобы не было самоубийства, чтобы они куда-то не ходили. Тоже считаю, конечно, это неправильным, да, потому что если есть соцстраница, то родитель все равно примерно знает, да, что у него у детей находится. То есть они даже, может, и через соцсети сообщаются. То есть такая ситуация не нравится ни родителям, ни ученикам, и уж тем более не учителям. То есть такие указания у них спускаются сверху. То есть это учителям говорят, просматривать страницы учеников, да, как-то предотвращать. И они говорят, как можно этого избежать, чтобы не просматривать, отчеты эти не сдавать. То есть у нас... что вы делаете с этим непосредственно? Что вы рекомендуете в данной ситуации? Вообще, также говорим, чтобы они просто не смотрели, но... То есть не было дальнейших действий, да, каких-то дисциплинарных там, в отношении этого учителя, который не смотрел эти страницы в соцсетях. Но по поводу Навального, если, да, вернуться, то мы знаем, да, что его там таскают каждый раз в милицию, Следственный комитет, и поэтому, наверное, здесь все-таки по поводу безопасности школьников надо сказать, да, что зачем им нужны эти проблемы. Это же гражданская... Нет, это понятно, что гражданская позиция, да. Но... То есть митинги, они должны быть санкционированы, и они должны быть одобрены. На этих митингах нельзя говорить лишнего слова. Да? Допустим, если вот митинг есть одна тема, ты не имеешь права говорить другую. То есть если это школьникам объяснить, да, в принципе, если мимо проходим, да, мы вот недавно были на митинге по абонентской плате за детский сад. Там родители приходили с детьми, вот такими маленькими, да, 2-3 года. То есть здесь им тоже запретить, что ли, этот митинг? Вот это уже другой вопрос. Да, то есть они идут с родителями, но смотря что пропагандируют, наверное, и санкционированный этот митинг или нет. То есть здесь необходимо документы смотреть. Мы тоже, когда идем, участвуем, иногда нас просят выступить, мы смотрим документы, чтобы все соответствовало нормам. Сомневаюсь, что это будут делать ученики. Но у нас есть в школе классные часы, есть какая-то, я не знаю, общение, наверное, у учителей со школьниками. Всю эту информацию, мне кажется, надо просто доносить, а не так просто ограничивать, потому что у нас чем больше ограничиваешь, тем больше они хотят, да, смотрят и слушают, и хотят поучаствовать. Потому что у меня дети тоже недавно сказали, а ты на какой митинг идешь? Я говорю, по абонентской плате. Они говорят, мы с тобой не пойдем, потому что это по абонентской плате, а вот если бы Навальный, мы бы сходили. То есть у них какие-то свои уже, скажем так, кумиры, да, какие-то свои уже взгляды, и не будешь просто их ограничивать. И родители, я думаю, это каждый понимает, да, кто со своими детьми общается. Поэтому учителя тоже как бы есть частная жизнь, да, есть частная жизнь семьи, ребенка, и считаю, что эти границы тоже не стоит переходить. Екатерина, расскажите, с чего вообще началась работа антикоррупционного комитета при Минобре?
Татарстана. Как вы туда попали? 5 лет назад, вы уже упомянули, он был организован. Почему? С чего все началось? С личной, скажем так, с личного заявления. У меня дети учились во 2 и в 3 классе, и мы покупали учебники. Эти злосчастные учебники, с которых вся эта ситуация и началась, вся эта деятельность началась. Мы узнали информацию, что, оказывается, эти учебники должны быть бесплатными. Это мы сейчас, родители, да, просвещаем, а сами тогда тоже ничего не знали, за все платили, то есть скажет, платим, все же так делают, и мы так делали. Вот. И тут мы узнали, что, оказывается, учебники-то должны выдавать бесплатно. И пришел ответ, что да, действительно, позвонили на горячую линию, нам это подтвердили. Мы начали обращаться во все инстанции и сказали, что мы ничего покупать не будем, предоставьте нам учебники. В 1 классе меня никто не поддержал, у младшего сына, а у старшего 16 человек отказались покупать и сидели недели 2 или 3 без учебников. То есть учитель записывал там на доске, а наши дети занимались без учебников. Через 2-3 недели мы эти учебники получили, их нашли через обменные фонды в других школах, и мы за этими учебниками сами ездили, и нас в одной школе, вот так библиотекарь отвела в собственный кабинет и сказала: девочки, пожалуйста, давайте сделайте, все это разрулите, потому что учебники, вот у нас говорят, смотрите на складе, сколько их много, и эти учебники, они лежат без дела. Мы говорим, как это? А мы, говорим, по ним не занимаемся, то есть это не те авторы, которые у нас в школе преподают. И выясняется, что, оказывается, эти учебники, да, они во многих библиотеках так лежали мертвым грузом, и через 5 лет их списывали. Это все выяснила счетная палата, также они лежали на складах. И вот мы начали озвучивать эти документы, которые получали. Мы стали выставлять ответы из управления образования, да, где было написано, что наши дети 200% обеспечены учебниками, хотя по факту их не было. Но когда начали смотреть по авторам, да, там был один автор, 1 учебник, другой автор 3 учебника, и в результате у них так все сложилось, да, и получилось, что у них действительно 200% учебников получается, но разносортных авторов. Поэтому мы все эти документы выкладывали, показывали, и родители стали примыкать к нашей группе по побору в школах, детских садах, и начали озвучивать свои проблемы. То есть мы эти выслушивали, да, какие-то проблемы, записывали их и потом тоже отправляли в прокуратуру. Таким образом у нас возникла горячая линия по поборам. Это как-то самопроизвольно, наверное, получилось, потому что родители узнавали одни от других родителей, и в результате так молва о нас пошла. И сейчас уже эти сообщения просто не прекращаются, да, они набирают какой-то даже оборот. И вот я смотрю, что родители из других регионов, из наших республик, из наших городов Республики Татарстан открывают аналогичные группы и также принимают сообщения по горячей линии. И они все объединяются, и складывается такое все равно мнение, да, что родители уже знают законы, они это распространяют, да, вот как спрут. То есть получается, что мы как-то запустили волну, да, и она пошла по всем районам, регионам. Ну, то есть впоследствии это все образовалось такой антикоррупционный комитет? Нет, антикоррупционный комитет, он вообще существует при Министерстве образования. Он как там был, так он и есть. Ну, вас туда пригласили как активных родителей в этом плане? Вообще меня одну только пригласили, а мы уже создали свое такое сообщество, которое отстаивает интересы учеников и дошкольников в Республике Татарстан.
То есть мы на другие регионы не претендуем, там, скажем так, просто даем ссылки на законы, даем какие-то документы, делимся опытом, и поэтому родители тоже, смотрю, активно отстаивают свои права, а потом еще и нам иногда подсказывают уже, да, через какое-то время, что они сделали. То есть такое заимствование документов и действий. Спасибо, Екатерина. Пожалуйста. Сегодня у нас в гостях была член антикоррупционного комитета при Министерстве образования Татарстана, общественник Екатерина Матвеева. Мы обсудили ситуацию с татарским языком в школах, принуждением к участию детей в тех или иных мероприятиях и отстаивание собственной гражданской позиции. Смотрите нас на нашем сайте delreal.org, в социальных сетях и на нашем канале в YouTube.